Важность задач, стоящих перед ФСИН, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас и вашего добросовестного труда во многом зависит укрепление законности и правопорядка в стране, защищенность каждого человека. Такими словами поздравил глава государства работников уголовно-исполнительной системы. В этом году отмечается 145 лет со дня ее создания. Сегодня сотрудники обеспечивают охрану пенитенциарных учреждений и безопасность граждан. Проводится работа по модернизации и наращиванию комплексов инженерно-технических средств охраны и надзора. В настоящее время все охраняемые объекты оборудованы современными интегрированными системами безопасности. Контрольно-пропускные пункты, применять системы контроля и управления доступом, технические средства досмотра и обнаружения. Для обеспечения охраны и надзора за осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми используется свыше 3000 видеокамер. Развитие сети исправительных центров – одна из приоритетных задач, поставленных перед ФСИН. Один такой работает в Емве. В Троицко-Печорске же есть участок исправительного центра. Еще один заработал в марте прошлого года в Сыктывкаре. Его открыли при исправительной колонии номер 25. Рассчитан он на 355 осужденных. Сегодня там содержится 280 человек, которые работают на многих предприятиях города. Принудительная работа – это одна из форм гуманных наказаний, являющаяся своего рода социальным лифтом, позволяющим адаптироваться осужденным в обществе, получить работу, получить профессию, восстановить социальные связи. Находясь в исправительных центрах, осужденные получают возможность учиться, свободно распоряжаться своей заработной платой, свободное общение с близкими людьми. В исправительных учреждениях оплачиваемый труд и профессиональное обучение помогают осужденным встать на путь исправления. Сегодня этой возможностью воспользовались около 1500 человек. Трудятся они на производственных объектах на территории колонии. Это лесозаготовка и деревообработка, легкая промышленность, металлообработка, сельхозработы. Обучаются различным рабочим профессиям. Абсолютно все осужденные. Обязанность трудиться закреплена в законодательстве, а заработная плата позволяет возмещать государству обеспечение всем необходимым, оплачивать иски и алименты. Есть осужденные, которые без профессии, они к нам поступают, это в процентах, если даже взять, это 15-20%, это постоянно осужденные поступают без профессии. Но у нас в учреждениях, дислоцированных по территории Республики Коми, 3 профучилища, это 20, 22 и 23. По 25 профессиям мы обучаем. Осужденных, освобожденных без профессии с мест лишения свободы у нас нету. Ежегодно в рамках программы «Правопорядок» УФСИН по Коми получает деньги для создания новых учебных и рабочих мест для осужденных. Оборудование приобретается для всех отраслей производства. Анастасия Тюрина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.